Гильдия чувашских ремесленников отметила свое 20-летие. К этой дате подготовили выставку в торгово-промышленной палате. Сегодня в профессиональном сообществе состоят 200 мастеров народных промыслов. Если 20 лет назад преобладали умельцы, специализирующиеся на национальной вышивке, костюме, росписи, то сейчас появились новые ремесла – бисероплетение, лоскутное шитье, художественная ковка. Члены гильдии участвуют в различных выставках, проводят мастер-классы. Например, в рамках школы молодого мастера обучили больше 300 человек. Образовались уже целые династии умельцев. Старшие передают свои навыки младшим. Замминистра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова отметила, ремесленники могут воспользоваться различными мерами господдержки. Например, возместить затраты на оборудование. Впереди круглая дата – 555-летия столицы республики, напомнил руководитель Чебоксарской администрации Денис Спирин. Запланированы различные фестивали, выставки, концерты. Это значит, в Чебоксары потянутся туристы. Только в этом году город принял больше 70 тысяч гостей, путешествующих на речном транспорте. Цифра будет только расти, уверены власти. В память о городе туристы наверняка захотят приобрести какой-нибудь сувенир. Задача ремесленников – удивить их. К чему это все? А к тому, что ваши сувениры разлетятся по всей стране. И вам придется маленько поднатужиться и поработать. То бишь, если у вас даже останутся запасники, я думаю, в отчетных датах все эти запасники разлетятся, как пирожки. Да, то бишь, можно уже сегодня начинать готовиться.